Привет, с вами Молодежный блог, и сегодня мы решили совместить две наши страсти – любовь к политике. Нас слышат? Скажите, молодежь, нас слышат? И любовь к произведениям Толкина. И в «Властелине колец», и в «Белорусской революции» очень четко разделено добро и зло, полутонов практически нет. Если со сторонами разобраться просто, то вот с героями все немного сложнее. Поэтому мы решили взять на себя эту ношу и сопоставить героев и злодеев Белорусской революции с участниками Войны Кольца. Поехали! Что может быть общего у маленького хоббита Фродо и Светланы Тихановской? Эти два героя не хотели власти, не хотели ответственности, они хотели жить в своем мини-мирке, но вдруг от их смелости стали зависеть судьбы целых народов. Через весь «Властелин колец» красной нитью проходит идея того, что власть развращает, каким бы сильным и добрым человеком ты ни был. Именно поэтому Гэндальф и Арагорн не приняли кольцо, они понимали, что такая сила может свести их с ума. Кольцо отдали Хоббиту, у которого и в мыслях не было становиться всесильным и всевластным. И именно поэтому он был единственным, кто может нести это бремя хоть какое-то продолжительное время. То же самое с Тихановской. Она стала консенсусом белорусов на президентских выборах. Мы доверились ей, потому что знали, никаких мыслей о захвате власти у нее нет, поэтому мы и доверили ей президентский пост такими полномочиями. Белорусы поверили, что она уничтожит кольцо всевластия, проведет новые выборы, и больше никто никогда не сможет получить столько полномочий, сколько дал себе Лукашенко. Гэндальф – положительный герой, у которого, как всем казалось, есть какой-то план. Благодаря усилиям стороны зла он на время пропадает. У Гэндальфа, как и у Виктора Бабарика, есть один несомненный талант. Они умеют дарить надежду и объединять людей. Именно после того, как Виктор начал свою кампанию, мы почувствовали, что что-то изменилось, и дали бой безумному диктатору. Был ли у него какой-то план? Сложно сказать, ведь новогоднее обращение он записывать не стал, а значит, так далеко он не заглядывал. Для Марии Колесниковой выбрать персонажа было очень просто. Смелая девушка, которая не боится оказаться лицом к лицу с самыми опасными тварями Средиземья. Это все Эовин Роханская. Она, как и Мария, могла спрятаться в замке, но оказалась на передовой в одной из самых важных битв Средиземья – битве на Пеленорских полях. Точно так же Мария не боялась открыто участвовать в избирательной кампании, а после фальсификации выборов нередко оказывалась в первых рядах протестующих. Сейчас она находится в заложниках у режима. На фоне остальных Пиппин и Мерри не кажутся важными героями, но благодаря своей смелости и умению оказываться в нужном месте в нужное время, они не раз приносили колоссальную пользу всему Средиземью. Так, например, в третьем фильме Пиппин зажигает сигнальные огни Гондора, чем призывают армию Рохана на помощь осажденному Минас Тириту, тем самым содействуя объединению людей против общего врага. Что-то подобное сделали и диджеи, когда включили песню перемен во время отмененного митинга Светланы Тихановской. Ну и, конечно, главный герой Белорусской революции – это народ. Так же, как и народы Средиземья, мы выходим против жестокого врага, у которого нет понятия любви, дружбы и чести. Армии Рохана и Гондора не побоялись выступить против превосходящего по численности противника. Армия эльфов сражалась плечом к плечу с людьми во время осады Хельмовой Пади. Так же, как и они, мы обязаны объединиться и победить зло. Если народы Средиземья смогли, почему не можем мы? Спасибо, что посмотрели видео. У нас еще много героев революции, а в «Властелине колец» еще очень много персонажей. Впереди еще 2 видео, где мы расскажем сначала про остальных героев, а потом посмотрим, кто же там на темной стороне. Если понравилось, ставьте лайк и живе Беларусь!